Вот уже полгода кинотеатры всей республики пытаются найти свое место под солнцем после изнурительной паузы из-за коронавирусной инфекции. И если прошлый год не радовал нас горячими кинопремьерами, то надеемся, в этом году мы увидим очень много интересных и новых фильмов. Меня зовут Иван Евсеев, и вы смотрите проект Movie, где мы расскажем вам много интересного из мира кино и не только. Камера, мотор, начинаем! А начнем мы с новостей. Компания Sony объявила, что в разработке находится фильм по игре Ghost of Tsushima. Игра вышла в июле прошлого года и стала одним из хитовых проектов для консолей PlayStation. Сюжет повествует историю борьбы японского самурая Дзина Сакая с превосходящими силами монголов, вторгшихся на остров Цусима. Чтобы спасти своих близких и весь остров от порабощения, самураю необходимо стать больше, чем человеком. Он должен стать неумолимым призраком. Режиссером фильма выступит создатель боевика Джон Уик Чад Стахелски, поэтому ожидаем динамичный приключенческий боевик с элементами глубокой драмы, которая была присуща игре. Фильм Костаса Марсана и Марианны Сегин-Иччи выйдет в широкий российский прокат с 27 мая. Одна из самых ожидаемых кинопремьер в республике расскажет историю семьи, которая поселилась вместе с загадочной историей. Они сталкиваются со сверхъестественным, и стоит вопрос, выживут ли они. Да, сюжет довольно знаком. Тут нам привет передают авторы Астрала и разных заклятий. Но надеемся, что тандем Марсан-Сегин вновь порадует зрителей. За прокат картины в стране будет отвечать кинопрокатная компания Капелла Фильм. Помимо этого, ранее сообщалось, что якутская кинокартина выйдет и в международный прокат. Поэтому ждем нового короля в истории якутского кино, который сместит с пьедестала по сборам агент Мамба. Боевик российского режиссера Ильина Шулера «Никто» возглавил американский прокат, заработав свой первый уикенд почти 7 миллионов американских рублей. Это первый фильм режиссера из России, который удостоился первенства в американском прокате. В главных ролях засветился любимый многими адвокат Сол из «Во все тяжкие». Его герой живет заурядной жизнью, которая складывается из работы и дома. Наверное, это многим знакомо. Но так кажется только поначалу. У героя есть темное прошлое. Он был профессиональным убийцей. Ему приходится вспомнить былые навыки после спасения женщины от хулиганов, которые требуют реванша. Да кто ты вообще такой? Я никто. Российская кинокартина «Спутник» настолько понравилась голливудским киноделам, что те решили сделать ремейк. Да, вы не ослышались. История советского героя-космонавта, внутри которого уютно пристроилась инопланетная жизнь, обзаведется голливудской адаптацией. Привет от Дженни Холла и Рипли. Его помещают на секретную базу, где нейрофизиолог в исполнении Оксаны Акиньшиной хочет спасти героя и убить монстра. За создание ремейка взялся не абы кто, а сам Мэтт Ривз, создатель трилогии «Планета обезьян» и грядущего кинохита «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном. Вы могли бы представить, что в российский прокат выйдет супергеройский экшен? И мы сейчас не говорим о защитниках. Речь идет об экранизации отечественного комикса. Скорее всего, нет. Но ребята из Bubble Comics последовали примеру Marvel и основали собственную киностудию, которая занималась бы производством фильмов по комиксам издательства. Но решено было попробовать свои возможности в создании короткометражки. В 2017 году был выпущен первый проект во вселенной майора питерской полиции Игоря Грома. Реакция зрителей оказалась положительной. Началась подготовка к полноценному блокбастеру. Экранизацию своего суперуспешного хита Bubble доверили режиссеру Олегу Трофиму. Главную роль борца с преступностью со звонкой фамилией сыграл Тихон Жизневский, засветившийся в недавно вышедшем сериале «Топи» и блокбастере «Огонь с Хабенским». Бюджет фильма, по некоторым оценкам, мог составить около 5 миллионов долларов. Основным местом съемок послужил славный город на Неве, который был потрясен уровнем и масштабом съемок. Если говорить о сюжете, то он основан на самой популярной арке о противостоянии Игоря Грома с Чумным доктором. Тот заявляет, что его город болен чумой беззакония. Он принимается за лечение, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено, полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города. Примечательно, что одним из сценаристов сюжета комикса выступил якутянин Евгений Федотов, а саундтрек,
к фильму был записан Леваном Горозией. Фильм уже вышел на экраны с 1 апреля и однозначно заслуживает внимания. Может получиться так, что российский кинематограф в скором времени потрясет киновселенная Бабл. С 25 марта в кинотеатрах всей республики стартовал новый якутский фильм, снятый молодым режиссером из глубинки Никандром Федоровым. Фильм называется «Потанцуй со мной». Вся картина является большим дебютом от режиссера до актеров. В чем главная идея фильма? Танцуют ли актеры в реальной жизни? Вы узнаете из нашего сюжета. Мингетен күләне бу беремени токтотокка ян тойдаган беремен хат үгенни бары турар. Калора мин баха бу студенты герары жоп болуп мобилин рөх бебес астапын нра көдөн ревинде кап. Олен беремени токтотокка бу олого үчө батык сыналыкка. Онтан каз бидди ки хетре боло давай сыналыкка нук сыналыкка дилдер онун дасы бары туралантын. Бу билингине бүгүнкү күнүнөн олорокка я кап мына Съемки фильма начались летом 2019 года и проходили в селе Никольское Намского района. При этом Никандр признается, что процесс съемок довольно нелегкое дело и возникали некоторые трудности, которые решались совместными усилиями. Порой ребятам не хватало денег даже на еду. Финансовые проблемы были очень. Из своих карманных расходов всегда так делали, да? Там помогали Никандру. Ну, нам не сложно было. Всем было очень хорошо. Всей командой были очень сплочены. Бастан бәм қатсуынан бол бізім, онтан бұлағына примерно ончығы қонмы пұт, он бейті, он үшті көресені күрді қонмы пұт, оны ұлағына. Мен қатсым біз алды. Оны главный геройдары массовка, хүбетчен массовкаен башы әбейті қоқ алалар. Оны оператор бір тейбін. Андрей, мен қатсым біз алды. Қадарығына қай, мен қатсыдай әрі. Хүбет дұшарықта оны 5 клипті ұлыққа оны қадами току допында жайынде күдейін. Она операторым бұлағына. Конечно. Хүбет ең қашай баты қасыттан атуыт, онтан бұлағына. Онтан дайшы онлық әйті ғаламны герой бар айталғы дейдім. Ғаламны герой сайынай оны оға. Онтан перфил чүпіроққа онтан бұлағына. Бары баршы қаманынан бары бір бігге бандық аспытын бігге қайы болауы бұд. Өлейін бұлағына наға шөйді тойдеген білген барта қаманды өлеті. Тойдеген мен бұлағына білген, мен парайығым, мен өлем, мен бастығым манна жайықым қағындаған тойдеген, мен қамандығым бастығы тұрырымнар. У нас вода заканчивалась всегда, да? Вот с бутылями, которые. Было очень сложно, когда снимали... Моменты похода, да? Да, моменты похода. Там были это комары, машкары, жестко было, да. Отдыхайте. До съемочной площадки вообще было далеко. Да. Мы все ходили пешком. У нас транспортного средства ничего не было. Из-за этого было сложно, да, чуть? И лето же было, из-за этого были комары, муравьи. Был очень смешной момент, когда мы очень были голодны. Там у нас уже ужина ничего нет, обеда, там хлеба даже не осталось. Тушенка была, 2 говядины тушенки. Я очень был голодный. Вот спали на матрасах, да? Нормально было мне. Не на матрасах, а на матах. Да, матах, да. Это вы где ночевали? В Намцах, в администрации. В Никольской, в Никольском наследии. Администрация, да? Да, администрация, там клуб, почта, больница, Ну, всё там одно. все было вот в одном помещении. Они еще там работали с 9, да? С утра. Когда мы спали, там голова приходил. Дебютом в фильме является для каждого участника съемочной команды, включая и главных героев. Их сыграли выпускники того же Якутского колледжа культуры и искусств Айтал Слепцов и Саина Иванова. Мечта очень была большая. Сняться в фильме, стать актером и так далее. Вот когда учились в колледже, мы там всегда ставили какие-то этюды, театрализованные представления. И в спектаклях даже участвовали вместе с Саиной. Когда я играл на сцене, мне было очень-очень приятно. Мне всегда так приятно, когда камеру так наставляют, мотор, камера и так далее. Опыта набраться хочу.
Вот, и если вот мне дали роль, я ее сыграю. Если с мужской партией не возникло каких-либо казусов, то с ролью Сайсары создателям кинокартины пришлось немного повозиться. Были даже моменты, когда Никандр подходил к незнакомым девушкам и предлагал сняться в фильме. Здравствуйте, мы режиссер бун, киностар хадяун инди дивинха. Оно киндесиле. Чё инди гудгудгин. Эн тохлын башы инди гудгин, маны көрөлөр ин. Антон тохтану лето кем теттегери кийинлерпин да. Нахан каябазлар, хангабазлар. Антон аяк кыз хангабита. В итоге был организован кастинг, актриса нашлась, и перед самым отъездом в Никольское она заявила о своем отказе. Экстренно обратились к Саине, которые изначально предложили сняться в роли Сайсары. Но я не знала, буду сниматься или нет. Сказала, подумаю. Потом он начал искать другие, да? Да. Других. И потом как-то получилось летом. Айтал мне позвонил. Саина, ты можешь сняться, да? Я сразу согласилась. В этот день я была в деревне у себя. На завтрашний день сразу поехала в город. Многие зрители выходили из кинозалов со слезами на глазах, расхваливая актерскую игру. Действительно, Айтал и Саина справились со своими ролями на отлично. Сильными получились романтические сцены. То, как главный герой смотрит на любовь всей своей жизни, наверное, сыграть сложно. Поэтому мы спросили, как говорится, в лоб, встречаются ли они в жизни. Мы познакомились в колледже культуры. Айтал пришел после армии в наш курс. Я младше его на год. Вот. Вот там и познакомились, мы однокурсники. Вместе учились в колледже культуры у Саргланы Ивановны. Вот когда сыграли, потом уже как-то, да, уже привыкли. И мы с ней пара. Вот поэтому у нас все нормально получилось. Никандр признался, что фильм из-за нехватки средств и пандемийной ситуации был готов лишь наполовину. Руку помощи оказал продюсер Семен Шишигин, поверивший в потенциал романтической драмы. Съемки возобновились, и картина все же вышла на большие экраны. Недавно стало известно, что фильм разово покажут в других городах России. 7 апреля в Новосибирске и ближе к концу месяца в Москве и Питере. Мне тоже очень понравился вообще. В общем, я посмотрела только предпоказе. Даже сама чуть ли не заплакала. Вообще, вот фильмом я доволен. Очень хорошая операторская работа. Режиссер очень сильно работал. Я его знаю вообще, как он работал, как он делал и так далее. Вот вместе с Андреем они в постпродакшене очень сильно там вложились. Они вообще молодцы. Никандр красавчик. Андрей Емени. Көрбетох жоңна уллагана тохамит маннык тохчахави. Тура оңрухутун бары болохатна или маннык тохчахави тохара барбы болохатна биһиге кинебитин келен көрүнде кап тойдеген бихеме бохторутата тура бары хаддан бу хүбебес кулун тутур хүбебес чиготигар буген жарга келен тубут нахавире бу анна кенчатырга турамын премия турамын наха жоллахатым. В лучших традициях Вита Корлеоне мы готовы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться, а именно разыграть билеты на премьеру фильма Mortal Kombat. Да-да, вы не ослышались, Mortal Kombat. Для того, чтобы стать счастливыми обладателями этих билетов, вам необходимо угадать, из какого фильма взят этот кадр. На этом у нас все. Спасибо за внимание. С вами был Иван Евсеев. Увидимся в кино.